речь идет о межгосударственном экспортном кредите. В любом случае, перед заключением подобного рода соглашений о заимствовании, конечно, необходимо проводить соответствующие изыскания, которые позволят определить не только целевое предназначение этих средств, но и возможность своевременного возврата. Кредит ошибкой не был, кредит дан по очень льготным условиям, это 2% годовых, тогда, когда инфляция в Российской Федерации официально в 3 года составляла 7-8%. Процедура, важная, конечно, процедура, которая должна была быть выполнена абхазской стороной, она оказалась липовой. Если сторона заинтересована, я думаю, как следует можно провести расследование, как и что, потому что тем более сейчас мы за это кредит платим. Понимаете, если кто-то на этом нажился, а народу Абхазии за это отвечать. И отвечать и не только сегодняшнему поколению, но и будущему, потому что эта сумма большая. А учитывая, что все-таки у нас курортно-туристическая специфика у страны, то ну зачем нам громыхающие товарники на Гагарском пляже? Они нам просто не нужны. Либо должно возобновиться опять сообщение транзитное, так скажем, между Европой и Азией, либо у нас морской путь, в конце концов. Мы морская держава. И это преимущество, если попытаемся использовать, наверное, тогда она будет уже востребована и работать эффективно. Сквозная железная дорога будет работать, и тогда у всех будет работа, и все не заняты будут, и более того, еще нам надо было дополнительные рабочие силы для того, чтобы обеспечивать все это движение. В случае, если бы максимально 10 миллионов тонн грузов пропускалось бы, то Абхазская железная дорога зарабатывала бы на транзите до $100 миллионов в год.